Сейчас мы сравним с вами два ружья. Один, ну, я не хотел бы хаять плохо про заводской приклад, заводское ружье. Конечно, это хорошее ружье. Такой же гусятник, такой же утятник, с таким же хорошим боем. Но, к сожалению, приклад сделан не для него. И сейчас мы увидим, в чем именно различие. Саша, давай мы попросим тебя скинуться. Он уже как бы решил заказывать приклад, вот постреляв. Вот просто вскинем и посмотрим, в чем разница. Вот, в данный момент, да, мы смотрим, что. Вот. Раз. Вот. Видите, что мы сейчас обнаруживаем? Мы видим, что глаза у него находятся под планкой. То есть они закрыты. Зрачок, ружье разряжено. Техника безопасности на первом месте. Ружье разряжено. Вот. Мы видим, что глаза закрыты. То есть зрачок, это солнце, находится на горизонт под водой. То есть горизонт вода. И вот так практически. Мы хотим сделать зрачок выше. Сейчас руки, наверное, у нас устали. Давайте отложим ружье и вставим в это ружье. После случайности совпалось так, что приклад у нас совпался по размерам. Посмотрите, в данный момент у него, да, зрачок выше получается и длина больше. Посмотрите, шея сразу выпрямилась. Да? Рукоятка полностью, он полностью кулаком обхватывает рукоять. Ему очень удобно скидывать это тяжелое ружье, даже при том, что здесь нет патронов 5, а бывает и до 8 патронов, да, удлиняются магазины. И очень легко, допустим, поднимать, скидываться. Приклад, длина его полностью соответствует, и нет никаких пустот. И не нужно прямо такое большое усилие, чтобы, вот, допустим, я сейчас беру этот приклад, Саша, мы смотрим. Вот смотрите, я вот по идее, идеально было бы здорово так, если бы я скинулся. Но мне нужно, смотрите, что делать. Вот, ну, я не утрирую, но мне нужно вот так сделать. Если я стрельну так, в таком положении, то оно ударит, оно сальто просто сделает, понимаете? Я его не вложил, я не стал его одним целым, понимаете? Поэтому я съеживаюсь, чтобы стать одним целым, но при этом я теряю что? Я теряю свои пропорции, правильные пропорции. Давайте посмотрим этот приклад сразу на его. То есть мы не говорим, что производители ружей плохие или что-то в этом роде. Просто показываем вам именно правильные контуры под человека. Вот. Я просто беру. Моя задача только поднять это рукой. Я беру и поднимаю. Беру и поднимаю. Микровкладка. Все. Саша, потяни ружье. С левой стороны. Да, Дима, потяни, Саша, потяни у меня ружье. За ствол возьми. Вот я возьму. Смотри. Да, а теперь от меня. Да. На себя. Видишь? Ну, пускай так немножко, да? Видите, я стою. Я одно целое. Видите? Одно целое. Вот, одно целое. А если я, допустим, возьму это ружье, и он потянет сейчас меня. Вот смотрите. Вот. Потяни, пожалуйста, ружье. Видите? Давай я съежусь. Давай. Видите? Просто я видите, как заболелась, затянула прямо. В этом есть вся суть того, что именно приклад подчиняется форме человека. Человек не должен под приклад себя подделывать. Он должен просто заполнить все эти пустоты, и приклад должен полностью соответствовать. Вот такое было короткое видео. Еще раз всем спасибо за внимание. Спасибо. До скорой встречи.